Камарбзе, друзья, я Давид, а это наш знакомый сказочник из сказочного Апсадгыла. Оказывается, наш абхазский Геродот подрабатывает гидом и вешает лапшу на уши российским туристам. Ну давай, Дениска, рассказывай. Я сейчас нахожусь в селе Элыр. Здесь находится древний абхазский храм. Храм датируется примерно 10-11 веком. Там, Денис, древний абхазский, а что говорит Джованни де Лука? А вот что на самом деле говорил Джованни де Лука в 17 веке по поводу абхазов. Абазы живут в горах. Правее них берег Черного моря. В этой стране нет городов, но много деревень в горах. Они не умеют пользоваться письменностью. По вере они христиане, но не соблюдают никаких христианских обрядов. Значит так, вначале наш Дениска утверждает, что Илорский храм – это древний абхазский храм, построенный в X-XI веках. А затем читает нам записи Джованни де Лука, датируемые 17 веком. Значит, Денис хочет сказать, что народ Апсу в 17 веке, живя в горных деревнях, не имея городов, не умея пользоваться письменностью, не соблюдая христианские обряды, и этот народ в X веке строил христианские соборы, храмы и церкви? Нет, Денис, просто вы бессовестно пытаетесь присвоить культурное наследие Картвелов. Вы хотите поменять картвельскую суть абхазского царства, но все ваши старания напрасны. Абхазия обязательно вернется в родной гавань Сагартвело. И намного быстрее, чем ты это себе можешь представить.